Зачем же его толкаешь-то? Оставь в покое. Поехали, здесь недалеко. Кто приехал, сынок? Фотограф. Дядя! Дядя! Дядя, пошли к нам. Пойдем. А ты где живешь? Вон там. А ну, помогай. Вот. Сюда. Бабушка, это фотограф. Здравствуйте, хозяйка. Ну что? Здравствуй. Где будем сниматься? Здесь? Не понимаете? Ну, фотографироваться. У вас что-нибудь понаряднее найдется? Пойдите, переоденьтесь. А деньги-то у вас есть? Ну, ладно, потом. Потом. Тащи сюда скамейку, Джигит. Вот. Ставь. Дядя, ты на войне был? Был. На втором белорусском. Ну, беги. Зови бабушку. Бабушка! Скорее! Иду. Бабушка! Садись. Она рядом со мной. Ага. Вы поближе садитесь. Ну вот. Ага. Сюда вот смотрите. Ага. Сейчас. Минутку. Ну, что ты Куда? Куда, бабушка? Ну-ка, давайте на место. Садитесь. Ох уж это. Кури. Гуси. Сейчас. Ага. Снимаю. Оп! Все, готово. Послушайте, апа, может, у вас какие-нибудь старые фотографии найдутся? Так я могу их увеличить. Бабушка, давай я ему папину фотокарточку принесу, а? Иди, принеси. Ага. Апа, а что это у вас в Аиле никого не видно? Все на стрижке. А это далеко отсюда? Вот так прямо пойдешь, за горой увидишь сарай. Все там. Ну, рахмат, апа. Рахмат. Это мой отец. С войны не вернулся. Тактасун Барбиев. На втором белорусском не встречал такого. Ну, будьте здоровы. Я поехал. Через недельку привезу портрет. Пока.
А в Алтай, эй, только не дерись ни с кем. Ладно! Смотрите, второй белорусский едет. Ой, черт! О, а мне сказали, что через горы ближе. Вот чудак! Я с вами не вожусь. Бабушка. Бабушка, Чего? может, сфотографируемся, а? Ну, куда уж мне? Вон молодые. К ним иди. А мое время прошло, понял? Ну да. Много наснимал. Эй, фотограф, Фотокарточки не забудь привезти. сними меня. Я стакан вес. Ну! Ну! Встаёт! Да куда ж ты заехал-то? Продвинь ее, продвинь. Ой, вот тебя, вот! Победа, ребята, победа! Нет, не убит. Падай, я отлил. Ты меня ранил в правую руку. Нет, сюда. В руку сказал, и вообще не ранил, а зацепил. Чего ж ты упал? И я споткнулся, ты ничего не понимаешь. Врешь, я сейчас там в тебя попал, а ты трус, упасть побоялся. Трус. Если я трус, то ты барсук. Барсук, говоришь? Получай, сирота. Бабушка, а меня опять назвали сиротой. Какой же ты сирота. Ты сын Токтосуна. Всегда помни об этом. Эй, мальчик! Ты чего здесь лежишь? Лежу, потому что меня убили. Как убили? Ну, мы тут играем. Это что за игра такая? Как звать-то? Авалбек, Авалбек? Авалбек, Салам, где Авалбек? салам алейк. Валейкум ассалам. ассалам. А кто твой отец? Токтосун, вот кто мой отец. Токтосун? Который Токтосун? Мой папа. О, я знаю твою маму. Она на почте работает, верно? Ее зовут Джейн Гуль. Я сын Токтосуна, вам говорят. Постой, постой. Правильно, ты сын Токтосуна. Не обижайся на нас, Авалбек. Это мы тебя просто проверяли. Не обижайся. Мы же по 10 месяцев проводим в горах. Не мудрено и перепутать. А вы тут растете, как трава. Кто из вас чей не разберешь. Главное, растите здоровыми и будьте счастливы. А ну-ка, Авалбек,
Гони отару. Что-то я не помню его отца. И я не помню. Джейнгуль ведь перед самой войной вышла замуж. Да, перед войной. Говорят, ее муж без вести пропал. Хорошо, что сын остался. А сколько ребят холостыми ушли на фронт. И некому теперь носить их имена. Токтасон. Какой же это Токтасон? Может быть, учитель из города? Может быть, и учитель. Не знаю. Правильно, он. Когда наших ребят провожали на фронт, Джейнгуль как раз должна была родить. И он, я помню, попросил нас о ней позаботиться. Я же сам отвозил ее в больницу. Как же я мог забыть? Значит, вот кого родила Джейнгуль. Да. Быстро летит время. Быстро. 3 года назад я был еще под Берлином. Ты что? Ну, пошла. Джейнгуль, ты сегодня на меня и не смотришь. Ну что я могу поделать? Работаем, скоро последнюю отару пригонят, а ты тут тянешь. А кому работать? Как кому Знаете, работать? людей не хватает. Одни женщины, да старухи. Ладно, дай такую 12 килограмм. Смотри, как поблин. Я дочке новое платье обещала купить. Зря балуешь ее. Уж и зря. Она ведь у нас невеста. Сакбакас плюется, что он плохотит. А я говорю, бросили, вот ты же трус. Не скажи, какой охотник не врет. Какого освобождай, отару пригнали! О, сынок, вырос джигит. Гони, Валбек, помогай. Так, почина. Помогай. Здравствуй, Вишибай. Салам алейкум. Благополучно добрались? Благополучно. Слава Богу, слава Богу.
Эй, Нуртай, Давай, давай сюда! тащи быстрей. Тащи. Джингуль, не мучи ягненка. Лучше б меня так приласкала. Жама, Сейчас вернусь. Пить хочется. Айрана у тебя не осталось? Есть. Устала? Устала. Ну ничего, сегодня последний день. Последний. Сегодня последний. Эй, парень, куда бежишь? А ну-ка, 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 я сейчас с тобой поговорю. Пусти меня. Ну-ка, ты что? Ты сейчас как Обалтай. Пойди ко мне. Ты что это? Ну, разве можно так себя вести со старшими? А чего он первый ко мне пристал? Ладно, иди. Бахыт, подсади. Ну куда, куда? Эх, вы безобразники! Дядя, почему он не летит? Он не видит днем. Он, понимаешь, ничего не видит. А если зрения нет, крылья не помогут. Лети! Дядя, кино приехало. А? Ребята, кино! Кино! Не надо было этого говорить. А я-то тут при чем? Я! Я тебе говорил, не ввязывайся. Вот Ну? иди и сам разбирайся. Ну и пойду. Подумаешь, это что? Слушай, кто это? А? Не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Будет, будет. Сегодня про войну, про войну.
вечером. Все приходите, все. Куда слезешь? Прекрати, дядь! Кыш! Ну, быстрее, быстрее отсюда! Салам алейкум. Алейкум салам. Кино приехало! Джингуль, пойдем в кино? Может, помочь чем-нибудь, а? Здорово, браток. На каком фронте воевал? Я вот, например, на втором белорусском до самого конца. Видал? Держи. Эх ты, второй белорусский. Мама, пойдем в кино. Нет, сынок. Ну, мам, все ребята идут. А Валтай, нам домой пора. У меня дел много. Тогда я один останусь. Можно, мама? Ты же в кино уснешь. Не усну, честное слово. Ну, мам, пойдем. Ладно, так и быть, пойдем. А? Не мешайте человеку работать. Этот ящик сюда поставить? Не ящик, а репродуктор. Отнеси-ка его к экрану. Ага. Чудак. Ребята, пошли. Если будет. Через реки, горы и долины, Дядь, да я полез. сквозь пургу огонь и черный дым. Бессмертие. Мы Я ж вели тебе машину, говорил про войну. Да сверяя не линии. По путям, дорогам фронтовым, это путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Это просто. Поставил и раз разрубил. Я очень любил рубить дрова. Всегда ходил на той помогать, когда был маленький. Рубил дрова для казана, для самовара. Ты бывал на той? Так вот, дров нарублю, а накормить меня позабудут. Я прибегу домой к бабушке, говорю, дай мне поесть. А бабушка надо мной смеется. Эх ты, говорит, чудак. У тебя закурить не найдется, браток? А? На, поешь. Разведчики. Видишь, смелые какие.
Ма, смотри, кто это? Тише, не мешай. Ты почему молчишь? Наш сынок, смотри. Мама, это мой отец. Почему? Что ты выдумал? Сиди тихо и смотри кино. Это же мой отец, мама. Не разговаривайте. Мама. Твой отец, твой. Только сиди спокойно. Огонь! Вставай, отец. Танки близко. Не пройдешь.
парнишки отец погиб. С войны не вернулся. Ну, вот, такие дела, браток. Да это же артист. А я сказал, мой отец. Чего ты вопишь? Не веришь? Можешь на механика спросить. Это был мой отец. Да нет же, артист. Нет, отец. Конечно, это был твой отец, сынок. Точно, Аксакал, правильно говоришь. И я сразу заметил знакомое лицо. Точно? Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, фотокарточка. О, разве не похож? Я, правда, с ним лично не был знаком. Но он тоже воевал. Я знаю. Он солдат. Вот, смотрите. А какой твой отец, а? Да неужели ты не видел? Он схватил в руку гранату и вот так швырнул. Ох. О, да он, оказывается, артист. Ну и ребенок. Да что же это такое? Куда ж ты смотришь, Джейнгуль? Вставай. Вставай, сынок. Это был твой отец. Идем. Идем.